Еженедельное совещание в правительстве начинается с кадровых изменений. Так, исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Ингушетии Микаил Мизиев утвержден в должности. Соответствующий указ 7 февраля подписал глава республики Махмуд Али Калиматов. В статусе временно исполняющего Мизиев возглавлял министерство с середины ноября прошлого года. Владимир Сласейн отметил, что работы много и ждет от министра успешной реализации намеченных планов в сфере окружающей среды. Самый большой это полигон. Давайте смотреть, сейчас у нас что? Экспертиза. Вот экспертиза, а дальше уже, наверное, ехать вместе с главой, просить деньги из резервного фонда правительства на организацию этого полигона. Спасибо, желаю удачи. В рамках повестки сегодня в правительстве рассматривают 5 ключевых вопросов. Основное – это реализация в Ингушетии национальных проектов и федеральных программ. Как отметил Бехкан Майсагов, на сегодняшний день работа идет по графику. Если говорить про отчетный период, в 2024 году республика приняла участие в реализации 45 региональных проектов в составе 13 национальных. А в этом году в рамках поддержки федерального центра в планах также продолжить работу по улучшению качества жизни населения республики. Исполнение у нас, как и прежде, составляет 2,4%. Контракты подписаны по 7 мероприятиям. Это в основном дороги, это приобретение транспорта по линии Минздрава и беспилотная авиационная система. Из новых региональных проектов, в составе новых национальных проектов, нами подписано уже 24 паспорта, сформированы и подписаны. Работа продолжается. На этой неделе подписание паспортов мы планируем завершить. Далее собравшиеся переходят к следующему вопросу – подготовка к проведению в республике мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и годовщине депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию. Как рассказал Руслан Мизиев, в республике планируют провести ряд мероприятий, приуроченных к важным датам. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитнику Отечества, пройдет на мемориальном комплексе «Слава» в городе Малгобеке. Также все мероприятия планируется осветить в средствах массовой информации, и нашим министерством ежедневно ведется мониторинг на сети интернет на призывы к несанкционированным митингам и различным провокациям. В регионе также ко Дню защитника Отечества и в памятную дату для нашего народа запланированы и пройдут культурные мероприятия в музеях и театрах. Около 30 мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, и более 10 мероприятий, посвященных Дню депортации. Все они будут проходить на базе подведомственных учреждений культуры с охватом посетителей до 3000 человек. Владимир Сласейн отметил, что к запланированному республике мероприятиям нужно подготовиться основательно. Важно, чтобы жители региона знали и гордились своими защитниками, потому что благодаря мужеству и стойкости наших ребят мы уверенно движемся к победе. Также в рамках еженедельного совещания обсудили ход организации рабочего визита представителей уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам детей, подготовку к проведению республики акции «Дарю тепло», родительская гостиная «Могу участвовать» и не только. Владимир Сласейн по всем вопросам дал соответствующие поручения. Рина Цычуева, Султан Булгучев, Магаз 24.